Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. В России отметили День Героев Отечества. Торжественная церемония с участием главы государства прошла в Кремле, куда соратниками прибыл и Рамзан Хаджи Кадыров. Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Социально-экономическое развитие, безопасность и реализация нацпроектов. Эти вопросы глава республики обсудил в Москве с руководителями федеральных ведомств. Лидера субъекта принимал и премьер страны. Когда нам трудно было, мы обращались к вам. Ваши заслуги. Благодаря вам. Кто и как вводит в заблуждение молодежь и вносит разногласия в мусульманскую умму. Эти темы стали главными на встрече советника главы региона, генерального директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адама Шахидова со школьниками Надтеречного района. شيء منيني فيمر أصعب منيني أوارخ الواحد وحلقيتي صار هدى هر أصعب هم يستعملوا يعني. Ученый-богослов из Чеченской Республики впервые получил докторскую степень в Болгарской исламской академии в Татарстане. Им стал Резван Ибрагимов, преподаватель Исламского института имени Ахмата Хаджи Кадырова. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. تعاتنا والسويشة الله دال أش عبادة ديشي الله ديل ريز خلشون شولانيجا ديل دين اختص لولش ديق ملولش دين احتوبنش ديق ملولش قولانيجا شين تفهتين بولشارنا دي كان ساحي خر ديش خلشو دالا ويديشي وين ريز ووش دول قاهم ناخدهون الشي حال خرنيجا ري باخري دهون هون دال شنخ دي تخل بوسم نعبيق ارخل برت بوخ برخل شولنيجا دوق خاترشدر دوق ديخرشدر حاجة حينسا يشخل دوش دولهم نش أخياترا قيمو داقم كون علم ناخا سيشخل دوش دول سانش ديخر أتونا الله ديل ريز وات الله قولنيجا حيداخني ديل ريز واتش كيبر أحدا حوزدر حيداخني أهلك در أتونا الله ديل ريز خلش وات الله يلشنو عليه الصلاة والسلام. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Президент России Владимир Путин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Хаджи Кадырову орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Награждение состоялось в ходе официальной церемонии вручения государственных наград в Кремле. Награда была присуждена главе региона в феврале 2024 года за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики. В Москве прошла торжественная церемония вручения золотых звезд Героям России. Она была приурочена ко Дню защитника Отечества. Мероприятие собрало более 300 человек, внесших существенный вклад в дело защиты и развития страны. Среди почетных гостей был и глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Подробности в следующем сюжете. Георгиевский дворец в Москве полон гостями. Здесь огромное количество людей, проявивших особое мужество в защите интересов России. Среди них и делегации Чеченской Республики во главе с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Он дал комментарий относительно тех, кто, не жалея сил, встал на оборону своего Отечества. Тех людей, которые готовы были отдать свои жизни ради других, ради мира, стабильности, ради народа. Рисковали собой, не жалея себя, проявляли геройство. Это достойно президента, он уделяет внимание. Побольше нам героев. Сегодня есть место, где можно проявить героизм и уничтожить сатанизм. И это мы и будем делать. Новоизбранный президент США Дональд Трамп до сих пор кормит всех обещаниями поспособствовать прекращению конфликта на Украине. Однако поставить точку в этом вопросе сможет лишь Владимир Путин, отмечает глава Чеченской Республики. Я соглашусь с тем условием, которые скажет наш президент. Трамп, он не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которые отправляют убивать российский народ. И поэтому решающий шаг
точку ставить может только наш президент. Рамзан Хаджи Кадыров высказал свое мнение и по поводу ситуации в Сирии. На сегодняшний день там непростая политическая обстановка. Но это реальная сила сейчас. Асад, он ничего не делал. Он хотел через руки России все делать там. А так у них много войск было, деньги были, все было там. Ничего для народа не делалось, ничего там, ни помощь, ни восстановление. Я против политики Асада. Сейчас пришел человек, который реально поддерживающий население. И с ним, я считаю, Россия должна союзничать. И я думаю, что это будет правильно. Президент России Владимир Путин выступил со словами поздравления в адрес защитников страны. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями, особо отмечая бойцов, участвующих в спецоперации. Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставлять никаких сомнений никому в том, что мы победим. И покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа. И сегодня для меня огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации. Владимир Путин вручил звание Героя России 8 военнослужащим, еще 2 удостоены посмертно. Награды передали родственникам. После торжественной церемонии Рамзан Хаджи Кадыров отметил значимость подобных событий. Героев надо чтить, надо ставить их пример для других, чтобы знали, что такое героизм. Чем они рискуются. И сегодня президент показывает пример для других, что герой — это не просто слово, что они уважаемые, почитаемые люди, что с ними считаются, уважают. Рамзан Хаджи Кадыров еще раз поздравил соотечественников с праздником, пожелал благополучия и удачи в службе на благо России. Ислам Мершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства страны с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Михаил Мишустин высоко оценил показатели за прошлый год, отметив значительный рост в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности, а также снижение уровня безработицы. Глава республики выразил благодарность премьеру за эффективное взаимодействие и поддержку федерального центра, способствующую развитию региона. В Москве Рамзан Хаджи Кадыров провел и ряд других встреч. В неформальной обстановке он пообщался с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, а также встретился с вице-премьером страны Александром Новаком. Они обсудили вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики, включая реализацию государственных программ развития энергетики и малого бизнеса. Новак высоко оценил темпы развития различных отраслей в регионе, а лидер субъекта, в свою очередь, поблагодарил его за внимание и поддержку. Спасибо за то, что вы поддержали наши проекты. Бюджет мы закрыли без всяких обязательств социальных. Это благодаря вам, когда нам трудно было, мы обращались к вам. Ваша заслуга. Благодаря вам. Также глава региона встретился с руководителем администрации президента Антоном Вайна. Они обсудили актуальные вопросы развития республики. Рамзан Хаджи Кадыров рассказал об успехах в достижении социально-экономических показателей, включая 100% реализацию региональных программ в рамках нацпроектов. Вайна высоко оценил работу руководства субъекта и эффективное взаимодействие с федеральными органами. А с директором ФСБ Александром Бортниковым Рамзан Хаджи Кадыров обсудил участие Чеченской Республики в СВО и ситуацию в регионе, включая атаки беспилотников. Глава федеральной службы высоко оценил меры по обеспечению безопасности в субъекте, отметив эффективность совместной работы в противодействии терроризму и преступности. В Гудермесе возводится несколько высотных жилых комплексов. Глава республики лично проинспектировал их строительство. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов и глава администрации Гудермесского района Хамзат Магомадов. Подробности далее в сюжете.
ЖК «Кристалл». Здесь начинается первая инспекция главы региона в Гудурмесе. Жилой комплекс будет состоять из 5 высотных зданий на 1614 квартир. На данном этапе ведутся железобетонные и монолитные работы, а на завершенных этажах уже устанавливают окна. Общую обстановку на стройплощадке докладывает министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов. إذا اشتكوا كومبلكس يوقع ساعات دوم دوي حاجة يوقع كومبلكس يزه فبرازنا أو يوقع خير سويتش كورت لشي دوم ثاني ثاني خطر يوشش Главе региона показали мастер-план развития Гудурмеса. Были представлены проекты, которые улучшат как облик города, так и условия проживания в нем. С привлечением инвесторов начато строительство 2 объектов. 16-этажного многоквартирного комплекса площадью 57 478 квадратных метров на 954 квартиры. И строительство 9-этажного многоквартирного комплекса общей площадью 23 тысячи квадратных метров, который будет включать 216 квартир. Общая площадь застраиваемого участка составит около 26 гектаров с застройкой 640 тысяч квадратных метров общей площади. 100 тысяч квадратных метров отведены под коммерческие нужды, а 541 тысяча квадратных метров под жилую застройку. А также построен детский сад, дом культуры, 2 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории. С 2022 года возведено 4 соборные мечети. Следующие на очереди жилищные комплексы «Эдем» и «Орион». Глава региона предложил при облицовке зданий использовать кирпич местного производства. Это и качественно, и менее затратно. Глава Гудурмесского района Хамзат Магомадов показал Рамзану Хаджикадырову несколько социально важных проектов по улучшению качества жизни в городе. Руководитель региона ознакомился с каждым из них. Центр yolda kaçsalar üniversite var ki yola terörü diye de tabii. Devlet itaatı. Çok ayıp devlet diyor da. Şey terör fasad yok. Diplom vaka o mehket. Концепция не раскладывается архитектурально. То есть ich дальше dauert das. Аквапарк я сделал это. 20 гектаров лахту сега. 20 гектаров лахту сега 10 лет что. Аквапарк живет ирировано. В дальнейшем да сега стройка, коммерции, мосома, яшета. Карьер Руссия. Отскерта реабилитический центр для маломобильных групп населения Гудурмес Амдуко доли министра Бехин эксперт бош иштхар маломобильных групп населения сакластер Гудурмес района сафиш карьер бош иштадуло шундара реаб центр есть эсво лазинер квартен лечение язык бедна إذا يشوف أكبر ثاني سياحة حراية في الصيدنية يدين целые مقدرين Все возводимые комплексы отличаются современным дизайном и функциональной планировкой. Они станут новым украшением города, отметил глава региона.
Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров посетил похороны Аминат Калиматовой, матери главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Сопровождали его многочисленные соратники. Аминат скончалась в возрасте 87 лет от продолжительной болезни. Глава региона выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким. Рамзан Хаджи Кадыров сообщил, что чеченские богословы прочитали 1000 раз священный Коран, прося у Всевышнего прощения и рая для Аминат. Глава Ингушетии поблагодарил всех за этот визит и слова поддержки. بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم آمين آمين أرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأولياء أجمعين آمين اللهم اغفر له وارحمه اللهم آمين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Рамзан Хаджи Кадыров встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, прибывшим в Грозный с рабочим визитом. На встрече также присутствовал помощник главы региона, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, подчеркнув важность реализации совместных проектов для укрепления связей и социально-экономического развития обеих республик. Рамзан Хаджи Кадыров высоко оценил усилия Алана Гаглоева по развитию Южной Осетии и отметил укрепление отношений между регионами. Глава региона посетил вечер профессионального бокса, который прошел в спортхолле «Колизей». Его сопровождал известный российский блогер Гусейн Гасанов. Турнир, организованный Ахмат Boxing Promotions, запомнился яркими победами чеченских спортсменов. Центральным событием стал поединок в полутяжелом весе, где представитель РСК Ахмат Имам Хатаев техническим нокаутом победил кубинца Юниора Менендеса, доведя свой рекорд до 9 побед без единого поражения. Ассаламу алейкум! Ашвал алейкум бача. Дересулил дал ашвал айкум яшол нимани яшол подеш мусуау унгала ясек укаха хайват. Я настраивался на все 10 раундов, был готов провести хоть 12 раундов. Так получилось, что один и второй раз попал, то решил добить и завершить. По сравнению с другими его боями, там 2-3 боя, он сразу шел вперед, рубился. Сейчас он осторожничал очень сильно, и то получилось, что я смог его завершить. Также победы одержали и другие боксеры РСК Ахмат. Глава региона поздравил спортсменов и выразил благодарность руководству и тренерскому составу клуба. В чеченских школах хафизов начали проходить книгу «Далайль аль-Хайрат». Это сборник салаватов пророка Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Будущие знатоки Корана уже попрактиковались в чтении под руководством советника главы Чеченской республики, генерального директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адама Шахидова. Сюжет Шамила Эрсанбиева. Далайль аль-Хайрат – это сборник, в котором собраны салаваты пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Теперь его будут проходить в школах хафизов Чеченской республики. Книги для обучающихся привез советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Он также прочитал вместе с будущими хафизами некоторую часть. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин набиил умми ва аля али сайидина Мухаммад. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
Сборник, составленный большим ученым шейхом Джазули из Марокко, содержит салаваты пророку, мир ему и благословение Аллаха, на все 7 дней недели. Он приносит удивительные блага для читающего, говорит Шахидов. بچه قرآن الله چه رمضان حج عمرن سه چون برکت شی ماه کاسیری ها زرب نتوهنا صبركتي صلوات دولش صبركتي دعاء دولشين چوها دنيا چو غردال ديل يلش عليه الصلاة والسلام دخويش بولش ديل ديغليش يقاش او غردال دولش استورا قرآن داداش اقر دق زرب نداقم بيشات دينا دولش دولو دلائل الخيرات اولش جين دو شين چو خصلوات دولش شين چو دقها دنيا نا اخر تا يشر دولش بركتي دعنش دولش اشتا بچا عمرن سأدا العالش والإزة سن بركت سأ ومسو حافظي شكولش كاحا هور متعيل منا حيخر غوتشونا وسبيتاتلنا داقا كرد علوشا دلال الخيرات جينادو إز كيران دي قادو يقي ورجو سن قرآن إيال إشت هور دينا تسعت داق دو يقوشا إشت ديش دو داقا تنخ دوشتال بركتا ديل إيال چنز دوشتال جرقلو عليه الصلاة والسلام جاغدر داقا دوغ نوريدر ديل إيال شويزر أحسوالر دوغ تسن مل نوري مل خلا قرآن قرن ديك وحدا قاح أيمردو إيهول إيجين شيء هسمح دوش خلش الله عالم شنا ديكشنا قلة خيرات سو هسمح حل وندالش ديلة شندولش تام شين بركتي باش صلوات شدو تام شين بركتي خزخل دوشتول دعنش دو صلواتين جواب شيكو يوش خلشدو صلواتين جواب دلا تنقول عدين دوشتول دعدو يدعتو سر دوشوات ديلة. Чтение сборника принесет большую пользу, особенно для будущих хафизов, уверены преподаватели. دلائل الخيرات وأجدل جينا ديوش إذ يقدل شاء أقبيرشنا مسانا دعس ديوخشي جينا ديوش وردل شوق ويحجرها هو دينح تعتس دينها شيء كي بيمر صلى الله عليه وسلم صلوات دلش إبوال بحشو أنور آدم شغيدو إذا مغلح ديوش اشتي واضح وربقه سان قرآن عبد نوقر له خير والشيات نابرات بركة خلارس дик حسابه لردوцك. Сборник на протяжении многих веков пользуется большим авторитетом в среде выдающихся исламских ученых. Его чтение практикуют во всех уголках мира. Шамиль Рисанбиев, Азан Идрисов, Аслан Висхаев. Неделя. Советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова Адам Шахидов провел лекцию в селе Знаменское Надтеречного района. Богослов подробно разъяснил темы, вокруг которых не утихают дискуссии представителей различных религиозных течений. Из-за этого между верующими часто происходят разногласия, а молодежь и вовсе может впасть в заблуждение. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Чтение салавата начинается лекция советника главы Чеченской Республики, генерального директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова Адама Шахидова. На этот раз богослов посетил село Знаменское. Он рассказывает о вреде ваххабизма, который через социальные сети пытаются навязать молодежи различные лжепроповедники. بوسمنا خنوقح توبنشو يتيب باش خلو شو توبنشا تنزامان شوح ويمخ خله إسلام دين ترساني بوسمنا بيقش شاش بي بوسل بأسخيتش خو قرآن يقعدو ديليلشن عليه الصلاة والسلام سنة يقعدو خو سلف الصالح حلق دبان خلبل праведные предшественники أصحابي تابعيني سانت إعدوش خلدوش دول ناخدو شو بدعة أهل ناخدو شو كرسنا خندوخ دلدو شو مرتدش دو شو منافقش دو بوخشة يقيقش أفي سألنا عن زمان جوحا ويمحكى خلقش ني أفي سألنا ويمحكى الآرحة يقيسرش إبني نشأ يقخر سوى
и док зулам и питан хинци дольшду. Чеченский народ сплоченно идет по верному пути, богословы призывают к единству и стремятся сохранить истинный ислам в чеченском обществе, отмечает Адам Шахидов. Алхамдулилlah, дейл гиятан буб, официально, вой махках, ите питне, зулме, камялдеш, та айлимстак, та имам, та духовник, та ада цахилар. خدونا شو آخریات تعاملتك وما كعسنا تعبرت بولش تعن معني نقع بولش بول حيخن بولش أقبوسهم ده خبرت خلري قيقش بوسهم ناخ بيقش دولهم إدرجي وخلر بيلقلدش إشت حلوة محكع خلرنا الله دال مخاستم. Ваххабиты не имеют цепочки передачи знаний, они фанатично следуют за своими богословами и настолько уверены в правоте своей идеологии, что противоречат даже праведным асхабам и халифам, отмечает богослов. شيء منيني فيمر أصحابي منينيت أوارخ الدوحد حلقيتي صار هدو هر أصحابهم يتعقل وعلا فيمر حديثا دوحل بوتن قيتا أولية شيء إمامش قال لك ده يحلوت تار تنا خو تنا خا فاناتيزم أو تنا تعصب فاناتيزم دويز أو سياسة دويز أو إرشهم دويز دليل أصحاب سن حنخ أردو دالا باي مرة هباخ تيمبولي أصحابش دليل أول حقيقة شبوش. Всех, кто не следует их пути, ваххабиты считают неверующими, то есть выносят им такфир. Богослов объяснил, что нельзя этого делать, не имея явных на то оснований. وابستي خوارجي تير نيق اعدو تير امليو اوغا تكفير دلوش بقش هو دينا كافر غل اجوجا تويت لا يحن ابو ابليس ابو ابليس عال شو ادم قال داقنا تل غادنا يوجد دايت فامر عليه الصلاه والسلام اصحابي اولئك عال شو غلا بوسمنا داقل بنا يشيل اسم بغيت اي وين يسالني يوقع شلو رازنت علمنا أخوال برابل وعلم مصو علمنا سنة أهنا وعلم برابلو نجا سن تنستجيرة تهم دالا بريمان إريبا سن 99 причиню и кафиру ал. Та причиню табаханду и бусул бу ал. 99 датати и та причин халати и бусул битла бог. В ходе лекции Адам Шахидов также перечислил условия, при которых мусульманин становится неверующим. Да, دوستن چون حكم تديش كي چون حكم در و بريمير عوالين هل وشوال هالربا ديش وكسن چون اختار وك دقاقي بريمير شغل ترى لقوي تو ديش ترك ظلم دون عاسل لهون اس قدهون اسبه دق قدهون اسبه لكنه لا يكون كفرا إلا إذا نشأ معتقد كفري ينقض دلالة الشهادتين بعضو سودين الكفر السخلحون نقع سنة الدوق تيش سخلع شن شهادة ما عنده خور دولش كفر وديتين داش دول شي شهادة دوي الدالة تعور إيلش بأور إما عنده خوش ورقو بجديني خلي تندق شوح شاري بعدش زامن شوح تنختار قي عمل إجزاء شوح دا دوستين چون ساسا يشقي چون سو عمل إجزاء من شوح نقع سنة چون كفر معني نقع ورقو بجديني خلي تن تيشر خلي تن شا عمل إجزاء من شوح دك شوح كفر الله دولش سوئي مسألة ربا ديناح أقبل ما يكافر على إشات أقبل ما شن شهادة معا دوخين على إشات. Лекцию посетили учащиеся, директора школ и богословы района. Они выразили благодарность за проведенную лекцию и те ценные знания, которые дал богослов. آدم حشسة دوريس خيرسن خشولات مور أورجي خزمعنا دولش وقي علمنا تيرا نيني حايا الوش قميل دينا لا مولا كير هوش شنقيت يتربو إلا يتوين تغن лекция عودق بيديهم حي ترسين دديزق دتسديزق نقصن تقية شول هم دي ساحة بودو أبرشاتك بغسلو.
Пропаганда заблудших групп чаще всего направлена на неокрепшие умы. В основном это происходит через социальные сети. В борьбе с лжеидеологиями богословы республики часто проводят такого рода встречи. Халима Шахидова, Юсуп Эжиев, Хажи Мудаев, Ибрагим Батаев. Неделя. Прошел финал конкурса на знание основ ислама среди журналистов Чеченской Республики. 3 сотрудника различных СМИ региона прошли второй этап состязаний и получили путевку в Малый Хадж. Среди них и наша коллега, автор программы «Я сама» Диана Хармуш. Подробнее в следующем сюжете. На второй финальный этап конкурса на знание основ ислама прошло 10 участников. Все они в состоянии волнения усердно повторяют материал, ведь только 3 получат главный приз – путевку в Умру. Конкурс начнется уже через пару минут. Условия второго этапа такие же, как и на первом. Каждый участник берет билет и отвечает на 3 вопроса. У них есть пару минут, чтобы подготовиться к ответу. Условия обязательности пятничного намаза, цели проведения мавлида и что означает суфизм. Эти и другие вопросы попались первым участникам конкурса, они уже готовят на них ответы. И суфизм боштега, айлмнаха, хадис амушега, и мухаддис оли билгавошу, фикх амушега, факих оли билгавошу, дал герг вагаран никша, уш билгавдошега, адаб. Одна из участниц конкурса, Фатима Умарова, долгое время готовилась ко второму этапу. Ей, как и другим, было тяжело побороть свое волнение, но даже если она не выиграет приз, то получит не менее ценный подарок – это знание о своей религии, отмечает Фатима. Даже если я не пройду, я понимала, что это со мной будет на всю жизнь. В любом случае я не буду в убытке, и эти знания всегда будут со мной. Да, и, конечно же, есть волнение, там пройду, не пройду. Но вот эти мысли о том, что это очень важные знания для каждого мусульманина, меня успокаивали. По итогам конкурса первое место заняла ведущая и шеф-редактор информационно-аналитической редакции «Новости-7» ЧГТРК Грозный Тапарк Хаджимурадова. Вторым стал начальник отдела регионального контент-центра Юсуф Иризиев, а третье место получила корреспондент тематических программ телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Диана Хармуш. Победители не смогли сдержать эмоции, они безмерно рады победе и благодарны за возможность увидеть священные земли. Но если честно, я сегодня не ожидала, что стану одним из победителей данного состязания, потому что я считаю, что для каждого мусульманина это большая милость, это большая награда от Всевышнего получить путевку в Умру. И я понимаю, что сколько бы человек усилий не приложил для достижения чего-то, если оно ему не предписано, это не может случиться. И сегодня я понимаю, что победа в данном конкурсе, она была предписана еще до моего рождения, получается. И для меня это большое событие, большая радость. Конкурс для сотрудников чеченских СМИ организован по инициативе советника главы Чеченской Республики, генерального директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адама Шахидова и помощника главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. خز عام دينا جوب شادلير بوقع خلا عش حيخ نرشة يازي نرشة ستح سمغني أبو إيش حالغر شغل قولا متك بالجلا يقنا سرنا دال مولحة ديل دوحش عمرتي بخيت النية تسا إيش بالجلا يولير وين هورنا Вопросы для конкурса взяты из тем книги «Основы ислама». Она подготовлена издательским отделом телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова по поручению главы региона. Ее планируют преподавать в школах, также она отлично подойдет для личного пользования. В ней есть ответы на самые важные темы из религии. Халима Шахидова, Юсуп Эжиев, Аслан Мисхаев. Неделя. Преподаватель Курчалоевского исламского института имени Ахмата Хаджи Кадырова Резван Ибрагимов стал первым чеченцем, получившим докторскую степень в Болгарской исламской академии в Татарстане. Завершив работу над диссертацией, посвященной жизнедеятельности шейха Сугаи Памуллы, он блестяще защитил свой труд, посвященный богословскому наследию и вкладу шейха в распространение ислама. Подробности в сюжете Хавы Айдамировой. Резван Ибрагимов – первый чеченец, ставший доктором исламских наук в Болгарской исламской академии в Татарстане.
Докторская диссертация Резвана посвящена исследованию богословских трудов шейха Сугаипа Муллы и его вклада в распространение ислама. هم أي إيش دينبا إيش تعتقى إتيم يزرسون على بولغاريا إيش تخي عيلم ناخ سوازن إتيم يزرسون إيش بقويج إيش دعوال ببرسال يقول صار جو ديك خردو شين ديزك إدر وين سليدي دينيا تعقدوا جين شكعبيش باش بالعيلم ناخ غلياتس يازوز ليسنهم داداتس تعوي عيلم ناخ دينبا إيش تعال شوي وش إيش تن تعت بلغش برتو بين تانت دراسة أولتنا تودي عبالغ بينشت دلقية تاني صار يقابلين استودي عبالغ بنستل. Путь к докторской степени Резвана начался в стенах родного Курчилоевского исламского института. Именно здесь он заложил фундамент своих знаний и нашел свое призвание в изучении религии. После окончания университета с 2007 года он преподает здесь же, делясь своим опытом и знаниями. del ilman قيسو قيل del بركة يدولسن علماء تويقن الدكتور سكيتون دكتور زلدو خزاخيتون مثلا تويقن ريزوانا ديك حيار خو دكتور سكي والله حلقة قزح ديك دحوي خشا مصوم ديك تحقي وحشا ديك كيتا ورتو. Коллеги Ибрагимова отзываются о нем с огромным уважением. Все сходятся во мнении, что Резван исключительно талантливый ученый и преподаватель, способный воспитывать будущих лидеров исламского мира. Резван духуч оғадан опытный белглову дикна госту aqbalaq tsadu on hazje qetan bolsh higar da'dik opet yolshwu daqa Резван сбеш balbalaq da'j otoqa higar dona يقتصوش أرسلوا الشيء دون فينانس وأور في الجيش أخذون شيء لحشة قاعد لا دون دعوتنا يقتصوش سو أستع دكتورسكي أستع بولخ بير مهاش كاليوش ماجستراتورة قاعد سو يوصل ده إشت بولغاريا حدونا قاعد قاشر حدونا إشت أخذ درجة سجت دشتر تون دوغلوش در تون دعناش دشتر إديك شق بيروي خام خار تون الله حدونا إشت دوغلا زرق أنا أستول ديلا. Получение степени доктора исламских наук, по словам Резвана Ибрагимова, стало результатом поддержки семьи, коллег и наставников. ريكتور وخوج عمدينا بريكتور والإبراهيم ناو دي كان اسمع علينا قلو دي حسبوشو تكون إخواتين تنا أسبق دوشوش وحيزا بيها قارسولا لي داغستان أسقاشر شو قزع ديوشوش حيوش والش ليش ناس مقول ده سبوت واسكسيني تيجا مقدر دا قزع تقبلغ دار سبوت واس اسخنا قزع حيوش يشقو خان شو حا تيجي داوش دا هنز بولغاري ليل شخنا حا قاشر تيجي لالسو إتي قزر يقري ويزر دا حقار يبق ولوش هوش سيحقية تأقيتش حقار اشتباه بايتي سيبق على بقلوش حقام. Степень доктора исламских наук – лишь начало пути, считает Резван, а работа по изучению религии должна вестись всю жизнь. Хава Айдамирова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Чеченской Республике подводят итоги проектов, реализованных некоммерческими организациями при грантовой поддержке главы региона. Они связаны с патриотическим и духовным воспитанием молодежи, сохранением семейных ценностей, истории и культуры. Сюжет Хавы Айдамировой. Среди победителей грантов главы республики проект «Папа, мама, я. Интеллектуальная семья», реализованный в школе номер 23 Грозного. В рамках проекта состоялся интеллектуальный турнир с участием команд родителей и детей. Сегодня в 23-й школе мы проводим интеллектуальный турнир республиканского уровня «Папа, мама, я. Интеллектуальная семья», который проводится на средства гранта главы Чеченской Республики при поддержке департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики. В данном турнире соревнуются семейные команды в следующих дисциплинах: что, где, когда, брейн-ринг, хамса и шашки. Победители будут отмечены кубками, грамотами и ценными призами.
Еще один проект, получивший грантовую поддержку главы Чеченской Республики «Наследие народа». В рамках его реализации региональное отделение Русского географического общества в Чеченской Республике провело ряд мероприятий, направленных на мониторинг и сохранение объектов материальной и нематериальной культуры чеченского народа. Это инспекции горным башням в целях проверки их состояния, встречи с молодежью в целях популяризации традиционных чеченских ремесел и многое другое. Было проведено несколько экспедиций, были проведены мониторинг состояния объектов. Это все проводилось при поддержке департамента правительства по связям с религиозными и общественными организациями. И проводится это в рамках гранта главы республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Также грантовую поддержку получил проект «Семья – опора государства». По итогам его реализации состоялась церемония награждения победителей конкурса «А у нас в семье традиция». Участие в конкурсе подразумевало совместное творчество семей в форме создания подделок. На популяризацию семейных ценностей у нас в республике уделяется огромное внимание, как главой Чеченской Республики, так и органами государственной власти. Также и некоммерческий сектор играет очень важную и большую роль в плане реализации данных проектов. И мы более чем уверены, что подобные проекты и мероприятия они будут все больше и больше учащаться. Реализация всех поддержанных проектов осуществляется при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Департамент также осуществляет мониторинг, обеспечивая эффективное исполнение заявленных задач авторами проектов. Оказание грантовой поддержки для некоммерческих организаций способствует расширению охвата гражданского общества и повышению активности в общественно-политической и культурной жизни республики. Хава Айдамирова, Юсуп Жиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Школам Чеченской Республики передали 32 автобуса. Транспортные средства регионам СКФО выделили по решению правительства страны. Министерство образования распределило автобусы в учебные учреждения, где в них нуждались особенно остро. Церемонию передачи посетил министр образования Хошбауди Даев. В этом году Чеченская Республика получила снова партию такого транспорта. Это 32 «Газели». Так, мы здесь не случайно выбрали именно те школы, которые в этом списке получателями указаны. Это непосредственно по согласованию с вашими районными властями. В частности, это районный или городской департамент или отдел образования. И мы надеемся, что вот эти меры позволят вам, школам, и будут большой помощью для родителей, для самих детей. Новый транспорт значительно облегчит перевозку детей и обеспечит безопасность школьников. Это большая радость для нас, безмерная радость. У нас, конечно, «Газель» была, но она была не в таком хорошем состоянии. У нас подвоз детей с соседнего села. Шатойский район, как вы знаете, это горный район, имеет свои особенности. И детишкам нашим трудно добираться с села Шара-Аргун до села Халкилой. Там и серпантин, и погодные условия там бывают жестче и суровее, чем на равнине. И вот сегодня для нас, повторяюсь, это радостная весть. В Грозном почтили память погибших журналистов. Скорбная дата ежегодно отмечается 15 декабря. В мероприятии приняли участие их родные и близкие, а также руководители и сотрудники региональных СМИ. Помощник главы региона, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил отвагу и мужество сотрудников чеченских средств массовой информации во все времена. Также в ходе мероприятия родственникам погибших коллег передали материальную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мы вспоминаем наших мужественных, самоотверженных, героически погибших наших коллег, журналистов, которые погибли в кризисное, сложное для нашего региона время, погибли при исполнении своего профессионального долга. Мы вспоминаем наших коллег, которые остались верны своему долгу, своему слову, которые приложили максимальные усилия для того, чтобы жители республики, страны, мира, они узнали правду. Они трудились над тем, чтобы распространить объективную информацию, правду. Наш первый президент, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, он говорил, что его оружием является
правда. И против этого оружия бессильна любая армия. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.